Этими особенными людьми движет любовь к выбранному делу и желание развиваться. На своем примере показывают, на пути к цели даже ограничения здоровья не преграда. Обилимпикс в Ингушетии проходит уже в 4-й раз. В этом году заявлено 77 участников, 90 экспертов и 15 компетенций. Олимпиада среди лиц с ограниченными физическими возможностями стала возможностью заявить о себе не только на всю страну, но и за ее пределами, а также получить профессиональное образование и в дальнейшем трудоустроиться. На торжественном открытии регионального чемпионата не только участники и эксперты, но и представители различных министерств и ведомств. Я лично формулировку ограниченной возможности здоровья не люблю. И считаю, что ваше участие сегодня всех подтверждает то, что ваши возможности ничем не ограничены. И вы можете достигать таких же профессиональных и академических успехов, как и все остальные люди. Успехов вам! Понимают и принимают все поздравления сегодня и глухонемые участники. Организаторы на торжественную часть мероприятия пригласили сурдопереводчика. Заслуженный художник Ингушетии Муса Мартазанов в свою очередь отметил высокую организованность мероприятия и подчеркнул, для особенных людей особенно важно создать необходимые условия для получения образования любого уровня и хорошей работы. Анзалти возможность хозяйствуешь на ваш обед гулди. Знаете, в первый раз в массовом виде акту зал азмавашта я зал Андрей в дальнейшем оборудование духа возможности шкогивик дал Андрей кахек двое фулка. Дал эту баху дал шибох беркати тихи беркати гайва молил дочи. Сразу после открытия чемпионата Обилимпикс все расходятся по площадкам. На каждой из них по 5 участников, а на выполнение заданий по каждой компетенции дается разное время. У претендентов на лучшего учителя начальных классов всего 75 минут. Лейла Даниева – студентка 4-го курса ИНГУ. Кстати, их университет в этом году участвует в чемпионате впервые. Девушка рассчитывает пройти региональный этап и представить республику на 7-м национальном чемпионате. Мы должны составить технологическую карту урока и провести этот урок для детей от 4 класса. У нас урок русского языка. Мы будем показывать фрагмент урока, как мы общаемся с детьми, что мы им будем преподавать, как преподавать. Вот. И это для нас опыт, потому что скоро мы должны выходить на работу, получается, потому что мы выпускаемся. На каждой площадке по 6 экспертов, 5 линейных и 1 главный. Все они прошли повышение квалификации по программе подготовки организаторов конкурсов профессионального мастерства «Обилимпикс». На протяжении всех соревнований отстаивают интересы своего участника, следят за честностью судейства. У нас есть эксперты, то есть экспертная комиссия. Туда входят тоже преподаватели, представители именно с преподавательской сферы. И они выводят оценки по определенным критериям, которые мы предоставляем. Там тоже есть свои критерии. И в рамках них, в рамках этих критериев мы даем баллы. Подсчитываем баллы, выявляем, кто от региона будет выступать на национальном. Обилимпикс определит и лучших по компетенции массажист. В своей работе конкурсанты используют востребованные в современном мире методики массажа. Справиться с заданием должны в течение 50 минут. В основном это специалисты, у которых дефекты зрения, ну и бывают еще и другие инвалидности. Вот. Оцениваются по правильному выполнению массажа разных зон. Мы делаем массаж по назначению врача, условно здоровому человеку, статисты которых мы выбираем. Обилимпикс дает возможность проявить себя всем. Участвуют и не только студенты и специалисты, но и школьники. На первом этаже нового корпуса колледжа сервиса и быта организована площадка по компетенции флористика. Пробуют себя в роли флористов учащиеся коррекционных школ. Среди них инвалиды с полным отсутствием слышимости, а также глухие, которые слышат благодаря кохлеарным аппаратам. Работают соревнующиеся с живым растительным, декоративным материалами и аксессуарами. При оценке учитываются цветовое сочетание, творческий подход, чистота и аккуратность во время работы. Почему тебе именно флористика интересна? Я люблю цветочки, разные цветы. А сложно было собирать?
Ну, нормально, сложно. Участники демонстрируют знания и таланты в различных профессиональных номинациях. Бухучет, туризм, бисероплетение, вязание спицами, массаж, психология, медицинский социальный уход, педагогика. А в этом году список компетенций пополнился новыми направлениями. Новые у нас мультимедийная журналистика. Также у нас новый веб-дизайн. Мы ввели эту компетенцию. И остальные портной, тоже новая компетенция. И флористика для школьников. Если одни не покидают свои площадки на протяжении установленного времени, сложно застать за рабочим столом наших будущих коллег. Конкурсанты по компетенции мультимедийная журналистика наравне с телевизионщиками собирают материал по всему корпусу. В рамках задания участники должны успеть провести фото- и видеосъемку, взять интервью и написать статью объемом до 4000 знаков. Конечно же, для меня интересно участвовать в этом конкурсе. Здесь много замечательных людей, также преподавателей. 4 площадки по компетенциям экономика, бухучет, обработка текста, веб-дизайн и туризм развернулись в старом корпусе колледжа. Особым интересом пользуется направление туризм. Студенты и специалисты с инвалидностью в рамках реальных условий демонстрируют знания по профессии. Им необходимо подобрать тур, предложить потенциальному потребителю все варианты отдыха, а также обосновать тарифную политику. Участники данной компетенции разрабатывают турмаршрут по объектам нашего региона или же соседних регионов, так как мы больше учитываем именно внутренний туризм, так как ребятам сложно будет выходить за пределы страны. На протяжении всего времени участникам и экспертам помогают волонтеры. Они не только должны справляться с организационными вопросами, но и при необходимости оказывать первую медицинскую помощь. Прежде чем оказаться на Олимпиаде, конкурсанты прошли несколько месяцев подготовки. А на проявление своих профессиональных навыков им дается не больше 2 дней. Второй и заключительный день чемпионата Обилимпикс состоится уже в четверг. В торжественной обстановке подведут итоги и наградят победителей, которые будут представлять республику уже на национальном чемпионате. Диана Дударова, Хасмагомед Майсигов, Магомед Даскиев. Новости 24.